Тысячи лет люди пытаются измерить время. С помощью секунд, минут и часов, недель, месяцев, годов запечатлеть мгновение, которое никогда не повторится. Человек придумывает часы, создает календари, но время течет неумолимо, уничтожая культуры и создавая новые цивилизации. По сведению ученых, люди прошлого не воспринимали время как единое и одномерное, а жили в потоке нескольких его типов и форм. Мифологическая его категория связана с эпохой мифических первопредков и повторяющихся обрядовых циклов. Историческая дает представление об этапах становления общества. Время реальное – это период от рождения человека до его смерти. А вот физическое соотносит жизнь людей с природными циклами, чередой лет и сменой времен года. Сложное представление о времени отразилось и в календаре осетинского народа. Однако недавнее открытие, сделанное видными учеными и этнографами, позволяет говорить о своего рода сенсации. Именно осетинский священный календарь, который все-таки удалось воссоздать, и оказался тем самым ключом к расшифровке мифологических систем всех древних цивилизаций. И этот календарь был зашифрован в текстах знаменитой осетинской Нартиады. Главный ориентир – это источник. Источник, как уже здесь было сказано, это духовное наследие нашего народа, которое сосредоточено в священной триаде. В частности, в нартском эпосе, в Нартиаде. Если посмотреть те сюжеты, о которых идет речь в данном священном тексте, то по различным оценкам различных исследователей они уходят далеко за черту 10 тысяч и далее лет до новой эры. Вы понимаете, какая это глубина? Все выдающиеся исследователи в области нартоведения, в области мифологии давно уже высказали следующую мысль, которая приняла форму некого такого научного постулата, что по многообразию персонажей, многоуровности и архаичности Нартиада не имеет аналогов в мире, то есть среди других народов и цивилизаций. Если вопрос заходит о первенстве теперь Нартиады, кому она принадлежит, этот вопрос также был уже в прошлом и позапрошлом веках блестяще решен учеными с мировым именем. То есть здесь никаких вопросов нет. Опять же, мы можем привести слова того же Жоржа Эдмунда Рауля Дюмезиля о том, что пускай меня простят мои абхазские и черкесские друзья, но нартовский эпос прежде всего является осетинским. Ядро нартовского эпоса является осетинским. Оспаривать это положение в 21 столетии, но это уже, знаете, это не входит в сферу объективной науки. Обращаю ваше внимание на то, что мы не говорим, что мы открыли что-то принципиально новое, до нас несуществующего. Очень большой и объемной работе предшествовало изучение тех материалов, которые уже были накоплены целыми поколениями замечательных исследователей. Календарей в мире много, но все их можно разделить на 3 типа – солнечный, лунный и лунносолнечный. В основе солнечных календарей лежит тропический год – время, за которое Земля делает полный оборот вокруг Солнца. Это 365 дней, 5 часов и 48 минут. Таким календарем является, например, юлианский, который мы называем старым стилем, и который сейчас из-за неучитываемых 12 минут разницы с официальным григорианским календарем отстает от него на 13 дней. В основе таких систем летоисчисления солнечные сутки. Это время оборота Земли вокруг своей оси, около 24 часов. Лунный календарь не привязан к движению Солнца. В его основе лежит лунный месяц, время, за которое Луна успевает пройти путь от одного новолуния до другого. Лунного календаря придерживаются буддисты и мусульмане во многих странах Юго-Восточной Азии и некоторых исламских государствах. Лунно-солнечные календари основаны на периодичности движения и Луны, и Солнца. Но если все известные древние календари дошли до нас в виде изображений на различных предметах или в образе пирамид, то осетинский календарь пришлось воссоздавать из текстов преданий. Осетинский сакральный календарь имеет солнечную основу. Солнце предки осетин воспринимали в виде колеса, как образ циклического ритма, непрерывности развития Вселенной. Но в отличие от мировосприятия других, даже индоевропейских народов, у предков осетин движение небесного светила не просто путь. Оно совпадает с восхождением души человека по эволюционным ступеням.
Это подробно отражено в Нартиаде. В этом календаре, подчеркиваю, солнечном календаре, человек уподоблялся движению Солнца по небосводу. Человек рассматривается именно как частица небольшой такой Солнца. То есть в человека божественное начало вкладывает вот эту вот божественную искру, и задача человека вот по идеологии астинского народа Цзао, как сохранить эту божественную искру и передать ее своим младшим поколениям. И вот эта идеологическая подоснова, на наш взгляд, и легла в основу древнего солнечного сакрального календаря осетинского народа. В чем смысл вот данной первой идеи, первой мысли? Она формулируется достаточно просто – жить ради подвига. В осетинской мифологии есть персонаж, который сочетает в себе качества культурного героя и солярного божества – Нарт-Сослан. Именно он и стал центральной фигурой, благодаря которой и удалось расшифровать сакральный календарь осетин. Удивительное сказание нартовского эпоса «Чем небожители одарили Сослана» легло в основу календаря. Сослана, рожденного из камня, закаляют в волчьем молоке, а волк – зооморфная ипостась осенне-зимнего солнца. На плече у Сослана солярные символы. Женится он на прекрасной дочери солнца. Поднимается по солнечному лучу на небо. Все свои победы одерживает, когда солнце находится в зените, и умирает от колеса Руймона, родного брата солнечной девы. Мы этот календарь воспроизвели точно так же, как он изложен в этом сказании. Небесный круг, солнце, солнечный герой Сослан в центре. И 8 сегментов этого календаря маркируются героями Нартиады. Мы взяли и изобразили здесь еще зооморфные инкарнации этих богов. И у нас получилась совершенно удивительная вещь – Курдалагон. Он здесь изображен, в зооморфной его ипостась – это волк. Образ волка в различных мифологиях настолько распространен, и он настолько тесно связан с образом кузнецов, а Курдалагон – это небесный кузнец. Вот у нас диагональ Курдалагон, Галагон. Почему мы именно вот так распределили богов осетинского пантеона в этом сказании? Они так и представлены в виде пар, в виде диагонали. Вот если у Астарджи следом идет Авшати, значит, у Атила следом идет Фалвара. И мы ничего не выдумывали, мы просто взяли эти диагонали и расположили по сезонным, движениям Солнца. И получился совершенно удивительный календарь. Исследователи убедились в том, что вместе с зооморфными символами, помогающими расшифровать сказания, в календаре есть еще и предметная символика. То есть эти предметы обладают смысловой нагрузкой, они выступают знаками языка, культуры. Каждый из небожителей дарит Сослану тот или иной предмет. Домбетер дарит мельницу с жерновами, Курдалагон дарит саху, Уатсила зерна, Уастерджи меч. И все вот эти вот дары, они, конечно же, несут глубочайшую нагрузку символическую и раскрывают самый глубинный пласт этого календаря. То, чем он отличается от всех остальных. Уже человек, который закалился, который вырос посредством силы Солнца, он берет в руки этот меч, и он может совершать подвиги. Здесь вот высший уровень, уровень Шафа, это уровень дракона. И когда человек преодолевает этот уровень, он совершает самый главный подвиг. Дальше идет уровень Галагона. Это божество ветра. В символике означает дух и душу. То есть это духовная победа. Далее идет сектор Фалвара. Это сектор самопожертвования. Здесь образ Овна. Потом идет сектор, за который отвечает божество Шати. В этом секторе человек уже достиг всего, чего можно было достичь в своем духовном развитии. Он здесь уже приносит жертву всем богам, и Авшате в том числе. Вот смотрите, какая диагональ у Астарджи и Авшати, да? Вот этот меч у Астарджи,
он упирается в самое темное время года. Осетины самый свой главный праздник Джелгуба справляют в третью декаду ноября. Почему? Никто же не может на этот вопрос ответить. Почему? Потому что это самое темное время года, и когда Уастурджи своим мечом освещает этот путь, он помогает и солнцу проходить это темное время года, и человеческой душе не потеряться в этой темноте и пройти вот этот тяжелый отрезок года. Уникальность осетинского календаря в том, что он синхронизируется с духовным путем человека. По мнению Ларисы Федорати, такой календарной системы не встретишь ни в одной мифологии других народов. Не только в нардовском эпосе мы встречаем этот сюжет, мы его встречаем в доридзановских сказаниях. Но самое интересное, что мы этот же сюжет встречаем в сказках для детей, в сказках о животных. И когда мы смотрим на заморфные образы, вот в сказке действуют животные, это те же самые образы. Волк, значит, кабан, медведь, лиса, те же самые образы, которые мы видим в Нартиаде. И все действие в этой сказке разворачивается вокруг мирового древа, вокруг которого шествуют все вот эти животные. Вот он, этот календарь. Диана Сакаева, известный фольклорист Осетии, сотрудник Института социальных и гуманитарных исследований, считает, что такая календарная система может быть присуща всему индоевропейскому миру. Это мнение она подкрепляет своим исследованием вариантов русской и осетинской волшебной сказки «Кот в сапогах», которая в общепризнанном указателе сказочного материала зафиксирована под номером 545В. 545В номер этого сюжета по международному указателю. Чтобы вы знали, вся европейская сказка, она проиндексирована, и каждый сюжет имеет свой номер. Эта сказка у нас очень хорошо функционирует, много вариантов есть в осетинском фольклоре. Так вот, я прочитала календарь, опять же, не осетинский, скорее всего, а индоевропейский календарь, потому что он прослеживается и в русской сказке, и в осетинской сказке. Начинается сюжет с лисы, а активность вот этого вида животных, лисы, она наблюдается как раз-таки ранней весной. А заканчивается сюжет тем, что вот этот герой в качестве Колыма пригоняет огромное количество скота, домашнего скота, значит, своему будущему этому тестю. Вот, то есть осень, то есть сбор всего, сбор урожая и в том числе и вот когда уже домашние животные породили свой очередной приплод годовой. Эту же очередность событий я отследила в древнеосетинской молитве. То есть, возможно, вот эта структура календаря, она будет отражаться во многих жанрах фольклора. Как раз то, что многие исследователи усматривают некую общность в осетинских и русских народных сказках, не случайность. Александр Дугин, известный философ, политолог и социолог, лидер евразийского движения в России, уверен, что именно осетинский этнос стоял в основе русского государства, а также название «Рус» имеет древнеиранское происхождение. Элита первого русского государства состояла из сармата алан-осетин. Именно они называли себя русами. Русы, согласно свидетелям современников, являлись социальной верхушкой древнерусского государства. Источниками этой информации в основном послужили арабские письма, оставшиеся свидетельства Джайхани, основателя географической школы. В основе огромной толщи слов древнерусского языка три понятия – солнце – Ра, земля – Ар и божество – Род. Народы Ара, арии, предки современных русских и других славянских народов считали себя детьми солнца. Гора буквально переводилась как «движение к солнцу». В осетинской традиции гора считается символом духовного пути, пути посвящения. В горе, в пещере родилась великая нартовская героиня Шатана. Из горы, из камня родился Сослан, герой солнца. Вся жизнь нартовского общества, так же как и общества осетинского, вращалась вокруг этого сакрального центра. Значит, между народами была и остается древняя связь. Любой процесс, любое явление, безусловно, имеет некое ядро, некую сердцевину и некую периферию, от которой эти вот волны, эти идеи, это мироощущение, миропонимание распространяется по всей Айкумене. Естественно, эти индоевропейские народы перенимали друг у друга вот эти понятия, эти феномены. Это один из древнейших календарей,
которые, естественно, передавались и другим народам, прежде всего народам, которые относятся к индоевропейской языковой семье, в том числе и к нашему русскому народу. Календарь, который удалось восстановить из текстов Нартиады, отчитывает только солнечные фазы. Он не рассчитан на то, чтобы отчитывать другие временные отрезки. Для этого есть вот у нас календарь, по которому астины живут, и по этому календарю здесь уже просчитываются и солнечные, значит, циклы, и лунные циклы. И здесь высчитывается это календарь, по которому велась производственная, сельскохозяйственная жизнь народа. Но он тоже солнечный. Здесь вот есть очень интересный праздник, он называется праздником Саокар. Переводится на русский язык как «снаряжение идущего по пути». То есть идея того, что это есть духовный путь, сохраняется даже и вот в этом нашем календаре, который, как вы говорите, высчитывается. Здесь уже дата высчитывается. Удивительным образом тема календаря возвращает нас к наследию наших легендарных предков – скифов. Они изобразили свой священный солнечный календарь на обороте знаменитого Келермесского зеркала. Календарный характер имеет и известная скифская пектораль из толстой могилы. Заслуженный художник Российской Федерации Валерий Цагараев в монографии «Золотая яблоня нартов» отмечает, что горизонтальная проекция пекторали связывала ее со средней зоной мира людей, а значит и с категорией времени в этой зоне. Домашние животные выступают символами годичного цикла природы в ее весенне-летне-осеннем состоянии. Знаменитый круглый дендерский зодиак разделен на 8 основных секторов. Аналогичное деление можно наблюдать и на каменном календаре ацтеков в его солнечном секторе. Среди кубанских древностей есть вот такое вот колесо, шестисегментный круг. Каждый сегмент этого круга имеет изображение головы, видимо, божества. Это то же самое, что и в нашем вот календаре, заложенном в текстах Нартиады. Посмотрите. Ничего не придумывается. Есть такая древнеримская мозаика. В центре изображен глаз, и по кругу изображены животные. Удивляет здесь что? То, что животные расположены по тем же самым диагоналям и те же самые животные, что и в нашем календаре. То есть структура вот этого вот астинского календаря, она очень долгое время, видимо, в разных культурах сохранялась. Сейчас просто утрачено это знание. Посмотрите, вот диагональ волк и птица. Значит, вот меч и этот змей. По мнению известного археолога, доктора исторических наук Евгения Крупнова, одним из уникальных памятников не только Северной Осетии, но и всего Кавказа является знаменитый Махчесский лабиринт. Семантика древнего артефакта выявляет каменный солнечный календарь. В конце прошлого века на территории Северной Осетии, конкретно в Махческе, был обнаружен лабиринт в Махческе, который долгое время не могли расшифровать. И оказалось, что он обладает яркими астрономическими свойствами в виде календаря, то есть спирали. Там вообще этот лабиринт состоит из 2 спиралей. Одна вложена в другую, и линии, и там крест, который дает возможность ориентировать этот по сторонам света. Если его сориентировать и поставить гномон, так называемый вертикальный этот шест, по тени которого при пересечении этих линий можно определить время года, который связать с производственной своей деятельностью. Оказалось, что он точно совпадает с Дегорским старым календарем, в котором Миллер обнаружил 2 сдвоенных месяца – Руханы Дугамаи и Марухой Дугамаи. Это дало уже возможность предположить, что оно в точности совпадает с прохождением тени по этим спиралям. Они точно совпадают с производственной деятельностью животноводов, в частности. В общем, этот календарь показал почти все основные астинские праздники.
Туторта – это время окота овец. Но для того, чтобы в это время прошел окот овец, нужно ближайший четверг к дню осеннего равноденствия произвести, как говорится, случку, если это не такое выражение. И через 155 дней вовремя родятся ягнята. Есть даже в сказках, это афон, так называемое, время, правильное время. Вот. Но для того, чтобы... И мы тогда получаем праздник Таранджелос или Мкалгаврта. Кто именно оставил эти причудливые узоры на камне, найденном в районе селения Махческ, достоверно неизвестно. Известно только, что всего таких камней было 7. 6 из них бесследно исчезли. А единственный оставшийся камень российский этнограф Борис Калоев перевез в Национальный музей Северной Осетии. Известный путешественник Пфав писал, что в местности Аштанта-Фидерта у входа лежит вот этот лабиринт. И он писал, что этот лабиринт – это вход в дом героя нардского эпоса Шердона. По этому лабиринту Шердон спускался в свое жилище. Это народное предание. Но этот лабиринт настолько уникальный, настолько значимый и имеет большой вес, но до сих пор многое об этом лабиринте неизвестно. Кто его связывает из ученых с рыболовством, кто видит в нем плетень, где занимались и календарь какой-то народный. Это, конечно, право каждого ученого иметь собственное мнение. Но до сих пор он не изучен с точки зрения науки, и его тайны пока не раскрыты с этим лабиринтом. Одно дело известно, что этот лабиринт – это камень холодный. Но когда над лабиринтом висит отвес, то спрашивается, отвес может вращаться, если это железный отвес. Но когда алюминиевый отвес вращается от энергетики этого лабиринта, который он извергает, то это возникает вопрос. И мы это сейчас продемонстрируем, как этот лабиринт в руках человека вращается от его энергетики. Камень заряжен, и энергия камня сохраняется в этом произведении древнего. Это камень минимум 2-го тысячелетия или 3-го тысячелетия, который доносит нам информацию о тех жителей, которые создатели этой культуры. До сих пор это любой человек может убедиться, если он подойдет, приложит ладонь, то тут же почувствует поток энергетики. Особенно камень работает в летнее время. От него идет поток энергетики в воздушное пространство. Как они работали? 7 лабиринтов, которые были расположены в районе селения Махческ, нам никогда не узнать. Они исчезли бесследно. По одной из гипотез, древние народы обладали похожими знаниями. О существовании единой цивилизации, которая до глобальной катастрофы охватывала всю планету, рассказывают и древнеиндейские тексты. Многие древние цивилизации строили свои выдающиеся храмы, вот, допустим, в Древнем Египте храм Дендеры, сориентированными на звезду Сириус. Но Древний Египет, развитая цивилизация, они, конечно же, знали о звездной механике очень много. Но у нас те же самые знания о звезде Сириус, у нас нет рукотворных храмов, они заложены в Нартиаде. У нас очень много сказаний, касающихся образов Шатана и Урузмага, которые являются отражением этих знаний. Да, действительно, если мы посмотрим на нашу культуру, посмотрим на наши танцы, посмотрим на наши традиционные песни, то в них везде и всюду вы увидите эту самую, солнечную символику.
Вот мы все восхищаемся, скажем, Хонгакафт, Щимт, а это все воспроизводство образа не только Солнца, но и всей звездной системы, которая окружает человека. Многие верят, что Кавказ выполнял функцию одного из главных сакральных центров легендарного древнего мира. Это то самое место, где возродилось человечество после потопа и где оно сделало первые шаги к цивилизации. 3 главные тайны на планете Земля хранят Тибет, Алтай и Кавказ. Кавказ, конечно же, был с древнейших времен своеобразным духовным магнитом, который притягивал различных завоевателей. Вот посмотрите, Александр Македонский пытался прорваться на Кавказ. И посмотрите, какой сакральный треугольник получается из его похода. Вот он отправляется в Египет, хочет дойти, значит, до Кавказа и рвется в Индию. Проходят века, и то же самое делает Наполеон. Он идет в Египет, мечтает покорить Кавказ и пролагает путь с помощью, значит, там договорился с Павлом I через Россию, сухопутный путь в Индию. Получается тот же самый треугольник. А во время Второй мировой войны Гитлер посылает лучшего своего генерала Роммеля в Египет, рвется на Кавказ и посылает экспедицию за экспедицией в Индию и на Тибет. Вот этот вот сакральный треугольник, он не просто так привлекал с древнейших времен и завоевателей, и мыслителей, потому что именно в этих точках планеты была сконцентрирована вся древняя мудрость, древние знания, оттуда шла культура. Кавказ, несомненно, был центром древней цивилизации. И с Кавказа цивилизационные волны расходились во все стороны. И тоже расходились очень интересно, как крест на север, на юг, на восток, на запад. Мы сегодня наблюдаем удивительное сходство культур древних. От Японии до Египта, от Скандинавии до Междуречья. Находят идентичные артефакты. Все, что делали идеологи Нартиады, они делали не ради каких-то временных отрезков, а это было все вневременное. Вот что я хочу сказать. Вот этот календарь, он имел ключевое значение для древнего человека и имеет неприходящее значение и для нас сегодняшних, потому что при всей нашей технической, значит, революции мы не можем сказать, что мы далеко ушли в духовном развитии от людей, которые, значит, создавали вот эти ценности. Ученые уверены, что все в мире развивается по спирали. Спираль находит в пространстве волны явлений, чтобы вернуться вновь на новом витке. Спиральны мысли и чувства человека. Время тоже спирально. Все повторяется. Эпохи, события, ситуации, хотя и по другому сценарию и с другой энергией. Для каждого народа тоже существует своя спираль времени, вписанная в жизнь Вселенной. Как она будет развиваться, зависит и от того, какие выводы будут сделаны из уроков истории.